Начало июля у настоятеля Ульяновского монастыря лучший момент для покоса. Аккуратная временная середина в каноническом периоде от Петрова дня и до Прокла. Хозяева недавно построили новый сеновал, настало время наполнить его свежими и сочными травами. Коровы и ослики уже, наверное, заждались. Впрочем, сенокосной страдой трудовые будни не ограничены. Помочь обителю обязательно, помочь, что-то необходимо делать, там какие-то нетяжелые работы, там где-то может подмести по территории обители подмести, может там посуду помыть, там еще какие-то вот такие легкие работы, подмести в храме, почистить подсвечники, подмести в храме же это хорошо, когда вот на самом деле такой вот потрудишься и чувствуешь такое вдохновение. Время всеобщего труда предполагает и обновление церкви. Бытует мнение, что жизнь в монастыре – это спасение для затворников и отрешение от мирских трудностей. На самом деле, быть монахом – это серьезное самопожертвование и максимальная самоотдача. 3 года назад побелить колокольню, пусть и влетела настоятелю Ульяновского монастыря игумену Савве в копеечку, была жизненной необходимостью. Никто из местных за такую работу не брался. Сегодня красить и белить можно своими силами. Отец Герман получил знания альпиниста. Может быть, даже несколько человек обучили. Во-первых, это нужен немножко и талант, и, значит, не бояться высоты. Вот он, смотрю, монах Герман, высоты не боится, у него какой-то и талант такой есть, вот поэтому его отправили, выучили. Вот он у нас красит вот все высотные здания, особенно колокольни. Вот. Спускается на веревках и все это подкрашивают. Ребята подают ему краску, раствор, где-то поштукатурить. Отец Герман – человек для Ульяновского монастыря уникальный, а теперь еще и незаменимый. Во время службы на клиросе он читает и поет, водит автомобиль, ухаживает за животными и вообще не гнушается никакой работы. Опасную профессию строительного альпиниста священнослужитель изучил быстро и теперь здесь, на высоте, постигает ее нюансы. Я, конечно, еще в этом году не пробовал, хотя в этом году запланировал колонны белить, но не знаю, конечно. Дело-то, конечно, опасно. Конечно, зимой, когда сидишь, навыки немножко пропадают. Сидишь, эти узлы вяжешь, как бы, чтобы не забыть. Вот специальные узлы надо вязать, вот, допустим, чтобы правильно привязаться. Не просто там, как женский бантик завязал, допустим, кому-то там, да, на косичку. А тут специально идут узлы, допустим, зайчьи уши, которые за счет их как бы производится высотная работа. Ульяновский монастырь со своим хозяйством пусть и создает впечатление некой замкнутости, на самом деле радушен и открыт. Здесь чтят вековые традиции и методично делают все, как и 100 лет назад. Рано встают, топят печи, пекут хлеб, готовят еду, чтобы накормить всех, кого промысел Божий в этот день приведет монастырь, как того и требуют православные каноны. Максим Васильев, Владимир Кривцун, телеканал Юрган, Усть-Куломский район.